у меня есть доступ к тому же, так сказать, источнику знания, да, и к тому же инструктору. Когда мы говорили об системе образования, вы говорили, что большую, хорошую роль в развитии может сыграть появление частных вузов. Использовать как базу для обучения, для подготовки и инструкторов. Сейчас, говоря об образовании, вы как-то раз отмечали, что из центральноазиатских стран, например, в Казахстане... И возможность учиться в топовых, так сказать, образовательных учреждениях мира. В Илмхона, когда люди приходят, если 100 человек начали курс, то где-то 40 из них заканчивают, доходят до конца. И исходя из этого, потом мы строим нашу программу и готовим людей. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст TouchTech, подкаст о новых технологиях и людях, которые их создают. Сегодня нашим гостем является Фарух Умаров, сооснователь акселератора навыков Илмхона и сооснователь и руководитель проекта Reskill. Reskill — это не просто организация, не просто компания, это стартап. Да. Да, и как и множество стартапов, у него есть довольно четкие цели, получается, четкие, скажем так, рамки действия. Ага. Но это не ваш не первый стартап. У вас было уже несколько стартапов, которые вы запускали, Да. в частности, тот же Илмхон. То есть у вас есть опыт, и мы можем поговорить о стартапах и предпринимательстве в целом. Как вы думаете, вот по каким признакам можно понять, что стартап будет успешным? Это очень хороший вопрос. Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы тут не сидел, наверное, я бы инвестировал во все эти стартапы, потому что успех стартапа, гарантируется только 10%, да, из всех, если 10 стартапов начинают свой путь, то из них только один выживает. Но есть какие-то признаки, да, скажем, какие-то сигналы, на которых можно будет сориентироваться. Во-первых, это команда. В первую же очередь, это команда, это те люди, которые стоят за стартапом. То есть, насколько они понимают боль, понимают проблему, через эту проблему сами проходили, насколько они сильно мотивированы. И есть еще другая, так сказать, и слово на английском, не знаю, как перевести, resourcefulness. То есть ресурсность, да, не знаю, что человек... Потенциал. Да, потенциал, и он, у него, так сказать, внутри энергии очень много. То есть он не сдается, он сразу же, так сказать, у него огонечек не погаснет сразу, да, и он дальше может вестись, как сказать, этот процесс. Это по поводу команды. Есть какой-то unique insight, да, то есть уникальное понимание, которое у тебя есть, но пока другие этого не знают, не видят этого. Да, и то есть по поводу вот той проблемы, с которой ты сам сталкивался, либо ты заметил. То есть и как можно будет эту проблему решить. И очень сильно, так сказать, влияет на успех, так сказать, чистота проявления этой проблемы, то есть как часто с этой проблемой люди сталкиваются, и насколько сильно является эта проблема. То есть это головная боль, и у меня очень сильно болит голова от 1 до 10, если посмотреть на 9, да, скажем. И у меня постоянно там 24/7 болит голова. То есть я готов за это платить, да, например. А если у меня, иногда чуть-чуть головная боль есть на 15 минут, но там раз в месяц, но как бы я могу с этим жить, да, это как бы не та проблема, которую можно было бы решить. То есть это именно наличие проблемы и уникальный инсайт, видение о том, как можно будет это сделать. Наверное, на ранних стадиях это те, как бы, да, так сказать, признаки, на что обычно смотрят, либо сориентируются. И еще есть, конечно же, результат, traction, да, как говорят в мире стартапов. То есть насколько есть сильная команда, есть проблема, и как хорошо решает эту проблему эта команда. То есть он уже сделал, то есть какой-то продукт, и он продает этот продукт. И есть люди, которые пользуются этим продуктом. Он умеет продавать, он умеет мотивировать людей, создать команду, либо она, да. И в общем, есть
это именно результат. И потом другие какие-то есть, так сказать, темы, но это в основном, как бы, это не, я бы сказал, не рациональное решение, да, когда даже инвестора принимают это решение, они в основном смотрят, окей, мне было бы приятно с этим человеком иметь дело несколько лет, да, и у вас тоже такой вопрос должен быть, то, что, окей, мне как стартапу было бы приятно, я бы смог с этим человеком работать там несколько лет, потому что дорога длинная. И как бы, если вы вот понравитесь этому человеку, да, друг другу нравитесь, это как будто вы в браке, да, типа выбираете для себя своего партнера по жизни, да. И это очень такое, так сказать, важное решение. Ну, можно к этому вопросу тогда подойти еще и с обратной стороны. Раз сложно определить, будет успешным этот стартап или не будет успешным, можно ли определить, будет ли неудачным стартап на каких-то ранних стадиях? Есть ли какие-то признаки, вот, которые говорят о том, прям кричат, что вот этот стартап обречен? Ну, если, да, конечно же, есть признаки, и мы работаем сейчас в Вильмхона, запустили недавно Founder School, я очень часто общаюсь с нашими молодыми, так скажем, фаундерами, да, люди, которые хотят запустить стартапы. Есть, конечно же, во-первых, это как бы непонимание рынка, то есть они не видят, да, ну, как бы не хорошо сделали свое домашнее задание, и не знают, что как бы основной причиной не является то, что они думают, а есть какие-то другие там факторы и аргументы, да, например. Или есть команда, но она, так скажем, не имеет никакого опыта в этой индустрии, то есть они просто увидели какую-то интересную возможность, они думают, что они все понимают, но там подводных камней очень много. И когда ты общаешься с человеком, тоже ты понимаешь, что насколько человек смотивирован, да, типа у него есть вот этот, типа внутри есть огонек, за который можно там инвестировать, да, ну типа за который можно пойти, и как бы этот человек может собрать команду людей, которые будут верить ему, что вот эта его идея, она сработает. Но если ты видишь, что окей, ну да, нет вот этой энергии, то ну как бы да, не надо. Либо технически человек не понимает, как создать что-то, да, какой-то продукт. Либо в команде нету технического фаундера. И почему, например, я до сих пор в Reskill верю очень сильно, потому что у нас в команде есть очень сильные ребята, технические люди. Но кроме этого есть какие-то еще другие признаки, но мне кажется, это самые такие основные. А какова роль среды, в которой этот стартап развивается? Очень важно. Да, то есть потому что можно сделать, я не знаю, супер идея может быть какая-то, которая прям условно, да, выстрелит в какой-то стране, но при этом в другой стране она абсолютно не зайдет. Да. Сейчас вы делаете стартап в Таджикистане. Насколько он прям к месту здесь, насколько эта аудитория подходящая для этого стартапа? И просто вы сами еще, другие стартапы очень часто слышат, что Таджикистан сравнивают с песочницей. Типа, давайте поэкспериментируем здесь, а дальше будем все-таки развиваться в других странах, смотреть на другие страны. Что должно измениться здесь, в этой среде, чтобы стартапы начали воспринимать Таджикистан как целевой регион, целевой рынок, я не знаю, что-то в этом роде? Ну, смотрите, я сам, так сказать, проповедую то, что люди должны смотреть за, так сказать, пределы Таджикистана, потому что, да, как песочница, не то чтобы как песочница, да, тут делать это, и надо, свой стартап надо делать в Таджикистане, но надо делать его и хорошо, но еще надо думать про то, как можно будет это продавать там в других рынках. Почему? Потому что у нас рынок маленький. И если ты хочешь делать стартап, именно технологический стартап, то у стартапа есть именно два основных вот этих компонента, да? То есть признаков. Первое – это использование технологий для решения проблемы, тех-стартапов. Второе – это быстрое масштабирование. То есть ты можешь масштабироваться тут, в Таджикистане, но у тебя будет потолок, у тебя будет лимит. А что надо сделать для того, чтобы мы именно решали местные проблемы и стартапы тут оставались? Я бы сказал, тут надо понимать, какие есть именно локальные проблемы, именно
уникальные, специфичные проблемы нашей страны. То есть имеется в виду, типа, на рынке, проблемы там, так сказать, связанные с регулятором или какая-то другая проблема или возможность, да, которая есть именно, и она уникальна только для Таджикистана. И создать какую-то некую программу, где у нас будет список вот этих проблем, да, тематик, по которым можно было бы строить стартап, и создать какую-то другую песочницу, чтобы эти люди создавали свой стартап и не думали о том, как зарегистрировать свою компанию. Есть, например, у нас IT-парк, да, и внутри этого IT-парка можно было бы создать песочницу, да, где люди могут просто провести свои вот эти R&D, то есть, так сказать, свои исследования, да. И чтобы люди могли там даже вообще не думать о том, как зарегистрировать, про налоги, про другие там формальные части, пока у нас не выстрелит какой-то продукт и не будет хорошее решение. И типа дать им возможность оперировать здесь на очень хороших условиях. А то, если я вижу, что тут есть потолок, но тут еще нелегко оперировать, то есть нелегко вести свой бизнес, то я должен уже думать про экзит, да, про то, как выйти из этой страны. То есть либо поехать там в Узбекистан, либо на другие там страны, там Ближнего Востока, да, или в Америку и построить там что-то. Потому что у тебя есть определенное количество времени в день, да, 8 часов или 24 часа в день, и ты можешь это же время инвестировать во что-то другое, и получить там намного больше результатов. То есть правильное ли это использование твоего времени. Если ты будешь делать стартап тут, и у тебя есть потолок, и у тебя есть какие-то ограничения, какие-то, так сказать, регуляторные, так сказать, не obstacles, да, так сказать, проблемы. Препятствия. Да, препятствия, да. درود شنونده‌های عزیز شما بخیر باشد امیدوارم که همراه ما هستید Сегодня я дежурная по городу. Вообще любая проблема — это как раз-таки возможность с точки зрения бизнеса и предпринимательства, Конечно. с точки зрения стартапов. Если посмотреть на ближайшие лет 5, какие отрасли наиболее перспективны для запуска стартапов в Таджикистане? Я думаю, что у нас финтех очень хорошо выстрелил. Есть очень хорошие кейсы, да, скажем, начиная от Алифа до Zipple, еще кто. Но местные тоже игроки, например, Humol, да, и есть еще хороший стартап Planet 9, который работает даже в ОАЭ. Финтех очень интересная тема. И почему я говорю финтех? Я еще работаю в компании Visa. И именно будущее, так скажем, платежных систем, будущее финансовых технологий тут можно было бы развивать. Потому что у нас до сих пор мы как считаемся cash country, да, то есть до сих пор у нас используем наличные деньги больше. Да, постоянно. У нас нету пока именно acceptance, да, то есть нету, везде не принимают карточные, да, карточки. И, так сказать, есть это направление финтех, есть еще agritech, то есть именно работать, так сказать, в сельском хозяйстве, да. Мы, даже если мы сейчас пытаемся стать, либо у нас хорошо идут вот эти движения по переходу на более промышленную страну, но у нас по-любому сельское хозяйство является очень большим и главным источником ВВП Таджикистана. И создавать какие-то стартапы именно в этом направлении, я думаю, что тут есть очень хороший потенциал. Есть, конечно же, да, образовательные технологии, да, чем мы занимаемся, но
По своему опыту скажу, что это благородное, но неблагодарное дело. Поэтому, ну, благородное, потому что это образование, да? Да. А благодарное это, неблагодарное это потому что не всегда приносит хорошие деньги, хорошие результаты. Поэтому думайте, что вы хотите выбрать, например, да? Ну, то есть наличие каких-то проблем, наличие возможности войти на какой-то рынок, то есть каких-то недостатков, еще не говорит о том, что стартап на этом заработает деньги. Да. Но должен быть какой-то потенциал у этого рынка. Есть еще, по-моему, в Space Tech мы могли бы также посмотреть, да, например, смотреть на не созданием, я имею в виду типа ракет, да, а больше исследовательскими какими-то технологическими стартапами. Ну и, конечно же, модно сейчас говорить про искусственный интеллект, но искусственный интеллект, я думаю, что не будет как отдельное направление, а искусственный интеллект будет как горизонтальное, так сказать, слой для любого стартапа. То есть любой стартап будет использовать искусственный интеллект. Поэтому сейчас говорить, что я создаю ИИ стартап, все создают ИИ стартап, да, типа, нет такого, что, типа, это было потом 4-5 лет назад, такой, искусственный интеллект, такой, вау, а сейчас с тем, что происходит в этом мире, с тем, как сильно развивается, то есть этим одним ты не можешь впечатлить никого. Да, но в любом случае вот эти все модели, которые у вас обучаются, Zipple обучает, да, Alif у себя свои модели создает. То есть все это как раз-таки как инструмент для развития их основного какого-то бизнеса, основной какой-то деятельности. Но это не вертикальная индустрия. Да, это не товар ради например, товара. образование, agriculture, да, или еще есть финансы, да, финтех, но везде есть AI. Типа вот так, он как AI-слой везде есть. Поэтому я бы отметил именно вот эти направления для нашей страны. Отлично. Да, спасибо большое. Как раз-таки, когда речь идет о стартапах, вы часто используете слово стартап, в том числе и в отношении Илмхона. Хотя Илмхона, если так взять, она NGO, да, работает как NGO, и когда мы касаемся темы NGO, очень часто говорим о наличие грантовой поддержки, международных финансовых, не финансовых, а вообще международных институтов, которые так или иначе содействуют развитию NGO-сектора, не только в нашей стране, вообще во всем мире. И вот какие организации, скажем так, внесли очень весомый вклад в развитие Илмхона, потому что не каждая организация, общественная организация в Таджикистане так может быть популяризироваться и быть на слуху практически у каждого, кто хоть как-то связан либо с темой образования, либо с темой программирования, либо с темой дизайна, где Илмхона вносит свой вклад. То есть именно Илмхона, они слышно везде. И насколько я понимаю, очень много ресурсов тоже было вложено в то, чтобы эта организация стала успешной. Вот какие организации были такими партнерами важными? Да. Спасибо большое. Мне очень я очень рад слышать то, что Илмхона на слуху людей. Это довольно-таки хороший сигнал того, что мы делаем правильное дело. По поводу, да, Илмхона, если дать чуточку там обзора, да, как все работает. Илмхона, мне нравится описать Илмхона как нео-NGO, то есть новый вид НПО, да, это не классический НПО, который идет там, на все гранты подает, там, скажем, права человека, ВИЧ-СПИД, делаешь технологии, да, делаем там миграцию, делаем. Есть такие НГО, которые чисто живут от гранта до гранта. А у нас есть своя миссия, и она вдохновлять и трансформировать молодое поколение в области тех, да. И что мы делаем? Мы идем к партнерам, у которых есть такие же цели, да, которым эта цель важна. Они хотят обучать молодое поколение новым навыкам, хотят создать рабочие места. И мы используем финансирование со стороны вот этих международных организаций для того, чтобы субсидировать расходы, субсидировать предоставление образования нашему молодому поколению. То есть, условно говоря, если мы сейчас тратим, себестоимость, так скажем, да, курса, это, условно говоря, $1500, да,
это с учетом расходов на аренду, с учетом на классные преподаватели, на всю команду, всю операционку. Если бы это было стоило $1500 в месяц, да, для наших там, или $1500 там в 3 месяца для наших студентов, это было бы слишком дорого. Никто бы тут не учился, да? Но мы субсидируем эти расходы за счет грантовских средств. И мы получаем вот эти финансирования от международных организаций, таких как UNICEF, USAID, которые получали. Со Всемирным банком работали, с OBSA, GIZ, UNDP, там ТИКа, да, очень хорошо нас поддержали, European Union, да, Европейский Союз, посольство Америки, посольство Англии, с японцами мы работали. Есть, я бы сказал, IOM, да, мы со всеми почти организациями уже проработали, да. И это, к слову, о том, что у нас довольно-таки хорошая репутация, и организации к нам тоже приходят, когда у них есть такая цель. В общем, мы берем деньги из этих организаций и субсидируем расходы. То есть вместо того, чтобы, так сказать, брать $1500 с наших студентов, мы берем 1500 сомони. Мы в 10 раз уменьшаем за счет вот этих средств. Без этих средств нам было бы тяжело, например, да, на самом деле, типа оставить организацию в устойчивом там русле, но сейчас у нас очень хорошо идут работы по уменьшению так сказать, нашей зависимости от донорских средств. И мы сейчас прям стоим, как мы сейчас с вами говорим, мы стоим у нас очень хорошее время сейчас на пороге новых изменений. Мы запускаем, дай бог, Илмхона 3.0. Это именно Илмхона, которая более AI-native, да, если модными словами говорить. То есть это как бы организация, которая применяет ИИ во всех курсах, которые предоставляем внутри организации. То есть не будет там одного направления искусственный интеллект, но искусственный интеллект будет везде. И мы меняем подход обучения, методологию обучения с использованием новых инструментов. Есть еще внутренний процесс, который мы меняем. И еще онлайн-образование, которое мы также хотим поднять на новый уровень. Как раз-таки сейчас в команде идет некая реструктуризация, и стратегические направления мы держим ход, четко видим свою цель и идем туда. И как раз-таки будем также сотрудничать и не только с международными организациями, но еще и с частными компаниями. Например, нас поддержали как одного из 5 буткемпов 2-3 года назад инвестиционный фонд из Сан-Франциско. То есть они вложились в несколько буткемпов, школ программирования по всему миру, и мы были одним из 5. Мы там прошли тщательный отбор и вот это все. И мы работали еще, у нас были договоренности с компанией Intel, чтобы использовать их материалы для предоставления наших программ. И недавно, я вот на днях, буквально вчера узнал, что, оказывается, мы в Центральной Азии 2-й по номеру акселератор по каким-то рейтингам. Если честно, я не знал, что даже такие рейтинги существуют, но для меня было очень интересно, когда наши стажеры из Принстонского университета, они такие: а ты знал, что мы на 2-м месте? А такой: а почему не на 1-м? В принципе, в Центральной Азии быть на 2-м месте, это уже, то есть, огромное достижение, а там до 1-го места уже и рукой подать, если захотеть. Окей, то есть будут ли какие-то наработки Reskill применяться уже в плане деятельности Илмхона, насколько я понимаю? Да. Reskill мы сейчас полностью перешли на B2B образование, корпоративное обучение. То есть с Reskill мы обучаем, то есть создаем курсы по повышению квалификации, по онбордингу новых сотрудников 20 раз быстрее. Например, сейчас, если мы создаем этот подкаст, да, нам нужно 2 часа, чтобы с вами общаться, скрипт надо готовить, еще кто-то сидит и нам редактирует это видео, да. На все это все займет, наверное, неделю. Да. Минимум. А чтобы готовить какой-то курс с продолжительностью 10 часов видео, со всеми вопросами, квизом, да, викториной, со всеми статьями, со всеми практическими занятиями, да, если весь материал, пакет материалов готовить и видео еще снять, и это все залить в LMS-ку, да, в образовательную платформу, это занимает 2 или 3 месяца.
мы начали говорить там с компаниями, и компании тратят где-то 15-20 тысяч долларов. Мы говорим про компании там Ближнего Востока. И мы это делаем в 20 раз быстрее и 10 раз как минимум дешевле. И как бы вы просто пишете промпт, окей, создай мне курс про, не знаю, агритек, да, и мы генерируем план, и полностью контент также генерируем. Вы просто, и там есть видео, там есть статьи, квизы, практические задания. Просто берете ссылку, отправляете своим сотрудникам, сотрудники обучаются, а вы смотрите, как кто обучается, да. Это как бы рескилл, это наш некий пивот, который мы сделали, и мы идем больше в сторону корпоративного обучения. И есть уже хорошие результаты, есть, так сказать, первые признаки того, что это очень, так сказать, большая, так сильная головная боль для компаний, возвращаясь к нашей аналогии, и оно довольно-таки часто проявляется. И сейчас, когда мы вот этот движок создали, мы также поняли, что окей, этот движок можно будет использовать внутри Илмхона, чтобы в Илмхона мы быстро-быстро смогли создавать курсы вместе с этим движком и использовать, клонировать, так, грубо говоря, наших инструкторов, чтобы именно аватар нашего любого инструктора заговорил на любом языке. Таджикский text-to-speech мы работаем. В скором времени с Азией Плюс, дай бог, у нас он будет еще лучше говорить. Есть у нас русский уже на английском работает тоже, да. И поэтому мы хотим создание курса Вильмхона внутри организации очень сильно упростить за 30 минут, чтобы мы могли создать курс и дать возможность любому нашему студенту. Или дать возможность любому студенту создать именно курс для себя. То есть он зашел, создать для меня курс, он вас сначала изучит, потом может вам какие-то рекомендации давать. Там есть, конечно, аватар, который обучает вас чему-то. Но это будет прям, так сказать, я вот, если видите, не знаю, в глазах, я очень сильно, так сказать, excited, да, вдохновлен тем, что жду не дождусь, когда мы запустим этот продукт, и как всегда, Илмхона является прям пионером новых технологий, новых методологий внутри страны. Мы были одними из первых там школ программирования, многое чего делали, и сейчас много других школ появилось, да, у нас на рынке, и мы хотим держать вот этот, как сказать, тон, да, и еще что-то новое придумывать и улучшить качество своих образовательных программ, чтобы мы готовили прям кадры, в которых можно будет потом трудоустроить. И оказаться на первом месте в рейтинге. И оказаться на первом месте. Да, всё. Отлично. Продолжая тему международного сотрудничества и поддержки, Reskill тоже не исключение, хотя Reskill — это уже коммерческий проект, коммерческий стартап. Вы получили поддержку от программы Star Venture, насколько известно. И немножко просто расскажите, что это за программа, как вы вообще в нее попали и какую поддержку вы получили в результате участия в этой программе. Да. EBRD, Star Venture, это, получается, акселерационная программа для быстро развивающихся стартапов из стран участников EBRD. Это Европейский банк реконструкции реконструкции и развития. Вот, в прошлом году, если не ошибаюсь, был тщательный отбор, они объявили там, так сказать, свой call for proposals, call for applications, и мы подались, и было несколько там раундов интервью и подачи документов, и в итоге нас выбрали в качестве как одного из 5 топ-стартапов из Таджикистана в рамках этой программы. До этого эта программа, как я понял, она существовала в разных других странах, но в Таджикистане мы запустили это впервые. И мы оказались прям в первой программе EBRD. Эта программа довольно-таки очень хорошо помогает нам, но она очень сильно отличается от той поддержки, которую мы получаем в Илмхона. Да? Если в Илмхона мы классический грант получаем, то тут мы никаких денег не получаем. То есть это не грантовая поддержка, это акселерационная программа, где есть in-kind поддержка, то есть это когда тебе предоставляют advisory проекты,
где тебя консультируют по каким-то вопросам, да, так скажем, по маркетингу, по технологии, предоставляют Это такая консультантов. менторская поддержка, консультационная, да, больше? И они за это оплачивают, но нам прямые деньги не дают. И плюс еще есть очень классная возможность на разные конференции ездить. Они поддерживают и отправляют и список этих конференций, куда можно было бы пойти, и финансируют, получается, поездку. И таким образом я уже участвовал на Web Summit. В прошлом году я участвовал в Бибан в Саудовской Аравии, в Дубае Step была конференция, и недавно мы были на Baku ID в Азербайджане, где мы заняли, так сказать, выиграли номинацию B2B Startup of the Year, то есть B2B SaaS стартап года. И таким же образом отправляют нас по разным вот этим мероприятиям не для того, чтобы мы просто там тусили, да, или смотрели там, окей, новая страна, а для того, чтобы мы там налаживали контакты и находили и партнеров, и инвесторов. И таким же образом они также, так сказать, знакомят нас с разными компаниями. И довольно-таки интересная программа, которая помогает развиваться быстрее, чем ты бы развивался один. EBRD, насколько я знаю, вообще тоже очень активно в этом деле поддерживает стартапы, проекты в Таджикистане. Я сам был тренером на нескольких тренингах, когда они приглашали в качестве тренера именно для предпринимателей, что-то проводили. Я замечаю, что кто-то приходит, кто-то не приходит, да, на какие-то мероприятия, даже хотя регистрируется. И вот тут у меня всегда возникает такой вопрос, что есть возможность. Все эти программы — это огромная, классная возможность развить свой бизнес, развить свой стартап, но такое чувство, может быть, оно ошибочное, но такое чувство складывается, что не все предприниматели, особенно вот молодые предприниматели, начинающие стартаперы, прям стремятся попасть на подобные программы, использовать их возможности. Вот в чем причина? Это менталитет, незнание, отсутствие информации о подобных программах, либо какая-то особая таджикская бизнес-культура, типа зачем мне, у меня и так классный бизнес, классная идея, пусть они сами ко мне обращаются, да, типа с поддержкой приходят. Вот в чем причина? Почему не все стремятся использовать эти возможности по максимуму? Во-первых, наверное, неосведомленность того из двух сторон, да, и со стороны EBRD, и со стороны, там, скажем, стартапов. Стартапы не осведомлены, то, что есть такие программы, и что входит в эти программы, и какую поддержку они могут получить. И EBRD тоже, наверное, не знает, то, что есть какие-то стартапы, либо какие виды стартапов, либо фаундеров есть на рынке. Но если честно, таких стартапов и, в общем, проектов не очень много в стране, да. Почему? Потому что сейчас, откуда я знаю? Потому что у нас сейчас идет программа Founder School, и мы именно и для этого решили создать хороший поток фаундеров, то есть стартаперов, которые могут создать что-то, то есть их обучать молодое поколение тому, что как создать стартап. Не смотреть на их идеи, а смотреть на них как потенциальных фаундеров самих, да? То есть работать с людьми, а не с идеями. И чтобы именно у нас был вот этот, так сказать, первый слой вот этой воронки, да, где у нас есть люди заинтересованные, люди, которые умеют создать стартап. Потом есть акселерационные программы, инкубационные программы, акселерационные программы, где обучают, как создать, уже работать над какой-то идеей, потом доточат твою идею, да, твою бизнес-модель. Но осведомленность — это как одна причина, и другая причина, наверное, это менталитет, то, что мы не, народ, который любит рисковать в том плане, и на то есть причины. Причина заключается в чем? В том, что не у каждого есть отец, да, который может финансировать его существование несколько лет, да, или дать просто деньги. Вот, сынок, ты иди, делай все, что ты хочешь, да. У людей есть обязанности свои, ответственность своя есть, да. У некоторых есть, например, так как мы мы рано довольно-таки, да, женимся, у нас уже сразу появляется большая ответственность. То наше поколение, в общем, в Таджикистане люди взрослеют
намного быстрее, чем в разных других странах. То есть у них нет вот этого периода, где можно пойти и просто пойти рисковать, да? Как в Америке, например, окей, твои 20-е, да, в общем, из 20 до 30 лет ты можешь там пробовать себя в разных местах. Не у всех есть вот эта подушка, так сказать, безопасности. И люди должны параллельно со своим стартапом, да, они должны поддержать свою семью, иметь какое-то дело, иметь какой-то доход. То есть есть вот это, да. И людям страшно, типа, все это оставить и бежать туда. Потому что, как мы с вами говорили, уже у них есть 10% шансов того, что это сработает. Если сработает, это все хорошо, если не сработает, то все, что я там делал, я потеряю, и я обратно... Нет. Ну, типа, это как бы, если рациональные решения принимать, то выбор очевиден, да, то, что 10% того, что может случиться, и 100% того, что я имею, давай я лучше там останусь, да, и как бы не все идут рисковать. Ну, это есть вот эта причина другая, да, и как бы третья, наверное, это не то, чтобы неосведомленность, это как бы незнание в плане того, что является стартапом и что можно сделать с ним. То есть, когда мы говорим стартап, ну, такая реакция такая, ну, чья? Ну, типа, зачем мне твой стартап, если я и так зарабатываю там, не знаю, вот свои там $500 или $1000 вот здесь, да? Не видит потенциал, невозможность увидеть типа, огромный потенциал за пределами Таджикистана или даже внутри страны, да? То есть как можно будет использовать технологии, использовать даже искусственный интеллект, чтобы быстро-быстро создать проекты. То есть вот эти 3 причины я бы назвал, почему люди не стремятся. Да, не стремятся. Ну и, наверное, надо рекламировать получше. درود شنونده‌های عزیز شما بخیر باشد. امیدوارم که همراه ما هستید. Сегодня я дежурная по هوای городу. بهاری، هوای Недостаточно просто запустить стартап, но еще нужно говорить о нем, нужно распространять информацию о нем, в том числе, чтобы о тебе тоже знали, что ты есть. И как минимум, ладно, ты не подаешь, но хотя бы тебя можно пригласить куда-то, на подобные программы. Какие 3 совета вы могли бы дать начинающим стартаперам из Таджикистана? 3 совета. Я, по-моему, писал про это, но поэтому сейчас пытаюсь вспомнить, что я писал. Но первый совет — это, наверное, не бояться мечтать, не бояться ставить амбициозные планы. Например, одним из моих основных, так сказать, сожалений — это то, что я не начал Илимхона сразу с большими масштабами и тогда еще. Но мы делаем правильные вещи в Илимхона, я горжусь нашей командой, то, чем занимаются наши ребята. Не бояться мечтать и ставить большие цели. Второй совет — это, наверное, выбрать правильную команду, потому что в одиночку будет нелегко, а с неправильными людьми еще хуже. И третье — как можно быстрее поговорить со своими потенциальными юзерами. У тебя есть идея, ты хочешь воплотить ее в какой-то продукт, ты идешь и общаешься с людьми, на улице выходишь, там просто показываешь или рассказываешь про свою идею, показываешь, окей. Смотришь их реакцию. Не надо быть, так сказать, убежденным, да, свой вот этот внутренний байс использовать для того, чтобы, у меня продукт классный, но пойти и тестировать свои гипотезы, и дать возможность людям использовать твой продукт. Чем раньше, тем лучше. Это та ошибка, которую, например, допускают многие стартапы, и как бы если оглядываясь назад, мы тоже, например, да, и мы сейчас пытаемся, даже если продукт не готов, давай, запускаем, пускай люди используют, посмотрим, какой фидбэк мы получим. Во-первых, мы решаем какую-то реальную проблему, если да, то можно дальше инвестировать, если нет, то
отойти от вот этого, от вот этой идеи, от этого проекта. Но советов очень много, и, наверное, как бонус совет, не брать все советы. Так что, Думать своей головой. да, думать своей головой. Спасибо. Отлично. Очень хорошие советы, очень интересные советы. И я думаю, на этой ноте, в принципе, мы могли бы завершить. Но. Но, есть окей. Начиная с этого подкаста, мы решили тоже протестировать одну новую рубрику. Рубрика называется «Блиц». В чем сила, брат? В чем сила, брат, да. Но у нас чуть больше вопросов. Да, окей. И желательно на них отвечать, не раздумывая, и очень кратко. Окей. И таким образом я задам вам 10 вопросов. Вау, окей. Да, и мы, я думаю, уложимся очень быстро, потому что это как раз-таки очень быстрая рубрика. Окей, первый вопрос. Книга, которую должен прочитать каждый молодой человек в Таджикистане. Республика, Платон. Чего вам не хватает в Таджикистане больше всего, когда вы находитесь за рубежом? Гор. Лучший совет, который вы когда-либо получали? Думай своей головой. Я получил только что от вас. Спасибо. Какой личный принцип помогает вам справляться с трудностями? Не сдаваться и помнить свое прошлое. Образовательный стартап в мире, на который вы смотрите с восхищением? Вау, образовательный. Сана. Кем вы мечтали стать в детстве? Прокурором. Если бы у вас был один день полной свободы от работы и проектов, как бы вы его провели? Серфил бы. В каком городе вам хотелось бы пожить хотя бы полгода? Хотел бы пожить. Ну, я не знаю, почему-то Лондон. Пусть будет Лондон. Что для вас значит успех? Хотриджам Длиберам. Так, искусственный интеллект в образовании через 10 лет – это больше польза или риск? Одним словом. Польза. Спасибо большое, Фарух. Было Спасибо вам большое. очень приятно с вами поговорить, узнать вас еще лучше. Я думаю, наши зрители и слушатели тоже узнали не просто о новых гранях вашей личности, но еще и о том, какие у вас взгляды и как эти взгляды на самом деле уже сейчас трансформируют систему образования в Таджикистане, в стране. Я думаю, недалек тот день, когда мы увидим вас в первых строчках рейтингов не только в Центральной Азии, но и во всем в каких-то общемировых рейтингах. Есть да. куда расти. Есть куда расти, обязательно. Спасибо большое. Спасибо вам, Рустам. Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст TouchTech. Вы знаете дальше, что делать. Лайкайте, комментируйте, делитесь подкастом со своими друзьями, коллегами, знакомыми и, конечно же, делитесь своим мнением о том, что вы думаете о тех вопросах, которые мы обсудили сегодня. Спасибо большое.